По данным информационного агентства Associated Press, таможенные органы США конфисковали 13-тонную партию китайских товаров из-за подозрения, что продукция была произведена из волос узников концентрационных лагерей. Согласно информации, предоставленной сотрудниками таможенного управления, стоимость продукции составила $800 тысяч. Экспортером оказалась компания Lob County Nation Hair Product, базирующаяся в округе Лоб провинции Хотан. Производство этих продуктов представляет собой серьезное нарушение прав человека, заявила руководитель торгового представительства таможенного управления США Бренда Смит. 30 июня представитель британского правительства во Всемирной торговой организации и ООН выступил с заявлением от имени 27 стран, раскритиковав позицию китайского правительства в отношении Гонконга и уйгуров. В заявлении, опубликованном на сайте британского правительства, посол выразил обеспокоенность по поводу широкомасштабных арестов, слежки и ограничений в Восточном Туркестане, подчеркнув, что Китай должен дать разрешение комиссару ООН по правам человека посетить регион для изучения реальной ситуации. Посол также отметил, что закон о национальной безопасности, принятый китайским правительством для Гонконга, нарушает принцип «одна страна, две системы». Совместное заявление подписало 27 стран, в том числе Великобритания, Австралия, Канада, Германия, Япония, Новая Зеландия и Швеция. Компания Lookout, специализирующаяся на кибербезопасности, заявила, что китайские хакеры следят за уйгурами с 2013 года. Инженер разведки Апурва Кумар сообщил, что Китай следит за передвижением уйгуров при помощи различных программ и искусственного интеллекта, подобно тому, как охотник следит за своей добычей. Согласно отчету Lookout, разведывательная группа компании обнаружила 4 шпионских программных обеспечения. Программы Silk Beam, Double Agent, Carbon Steel и Golden Eagle были созданы хакерами при поддержке Китая и предназначались для слежки за уйгурами и другими тюрками. Специалисты предупредили, что эти программы активны в 14 странах, включая Турцию и Казахстан. Было отмечено, что вредоносное программное обеспечение следит не только за тюрками, но и другими мусульманскими народами и даже тибетцами. Правительство Китая выступило против США из-за санкций в отношении Huawei и ZTE, призвав западные страны не вмешиваться во внутренние дела страны под предлогом защиты прав человека. Позицию Пекина по данному вопросу озвучил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Цао Личиен. Федеральная комиссия по связи США официально объявила китайские компании ZTE и Huawei угрозами для национальной безопасности Соединенных Штатов. Компании Huawei и ZTE, а также их материнские и дочерние компании и подразделения подпадают под объявленный в ноябре 2019 года запрет на поддержку общих услуг для приобретения оборудования или услуг от компаний, представляющих собой угрозу национальной безопасности. Евросоюз и Великобритания не смогли достигнуть консенсуса по вопросам двустороннего сотрудничества и торгового соглашения. Главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье сделал заявление после последнего раунда переговоров по Брюсселю, в котором будут определены будущие связи с Великобританией, которая вышла из Евросоюза 31 января. Нашей целью было быстрое проведение переговоров для достижения соглашения. Несмотря на 4-дневные переговоры, имеются очевидные различия во мнениях, отметил Барнье.